Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. А новости плохие, просто ужасные. Интернет гудит, готовится усыпление, убийство 5 сотен собак в ППЖ Якутска. Местная лаборатория в Якутске и Курская фабрика все-таки решили подтвердить бруцеллез. Местные – это понятно. Курские ложноположительные реактивы тоже всем известны. Вывод: собаки мешают всем руководителям региона и любыми способами хотят избавиться. Мы с вами построили в ППЖ вольеры в прошлом году для облегчения жизни собак, увеличить посадочные места. Но все собаки из наших вольеров, построенных на благотворительные деньги, попадают в зону усыпления. Но нельзя держать собак шерстяных в вольерах, металлом оббитых. И мы об этом говорили с руководством еще в прошлом году. Но, как назло, сделали по-своему. У собак должны продуваться вольеры, ведь они сидят в своих шубах. Вольеры должны иметь хоть одну сторону для обозрения ими, что творится вокруг. Ведь они не свиньи, вот поэтому они и лезут наверх, к крыше, поверх металла. Это ненормально, это режет глаза. Они не обезьяны, они хотят видеть. Сейчас в Якутске 37 градусов жары. Представьте, сколько градусов в этих вольерах. Эти вольеры обиты железом со всех сторон. Вот такие новости приходят из якутского ППЖ. Комментировать происходящее нет смысла. Ну а мы сегодня спасаем тех, кого успели. Сегодня речь об астраханских. Вы помните, как мы забрали 3 оставшихся после массового, жестокого, похоже, ритуального убийства. Да. На, возьмите поводу. Ага. Иди сюда, моя собака. Не бойся. Что ты боишься? Что ты боишься? Пойдем. Пойдем, не бойся. Я освободить, потому что препятствие. Лапки. Трусишка. Вот вторая, да? Да. Ну подожди, не тяни, сейчас уговорим. Ты моя зайка. Сейчас. Обнял он меня золотой, потому что его в последний момент забрала, а он не планировался. И он меня за это обнял. Вот такое у нас пополнение. Бегает на пару с ребятами. Это все новое. Первая гуляшка у нас. Первая гуляшка. Уже еще непонятно, куда это попали. Не бойся, бояка. Не бойся. Пойдем к кардиологу смотреть наше сердечко. А там у нас Дели. Она тоже к кардиологу. Вот, ветеринарный центр. Из 3 приехавших астраханских девчушек у 2 Шерри и Дели обнаружены дирофилярии. Это сердечные черви. Это серьезное заболевание, оно лечится. Лечится под наблюдением кардиолога по схеме, и лечение длится до полугода. Передается это заболевание через комаров, укус комара. Возили их на эхо сердца к лучшему кардиологу, чтобы определить степень заражения. Обнаружены пару небольших особей
в сердце, и от них надо избавляться. А пока предстоит досдать некоторые анализы, получить схему доктора и начать по этой схеме лечение. Девчушки наши, конечно же, были в стрессе. Никогда они не видели ласки и доброго отношения. И это по ним видно. Поэтому жались к земле, почти ползли. Мы помним, из какого ада их забирали. Подошло время дорогих уколов от сердечных червей, дирофилярий. Инъекции делаются под наблюдением кардиолога. Они труднопереносимые, и собаки не должны двигаться какое-то время. Все хвостики, которых забрали московские волонтеры, все уже пролечены. А мы это время еле сводили концы с концами. Недолечение было. Остаются только наши две бедолаги. Спасти, чтобы они у нас погибли, этого нельзя допустить. Дирофилариоз – это смертельное заболевание. Не сможем собрать денег на дорогие уколы, собаки в последующем могут умереть. Дели и Шерри в опасности, и только от нас с вами зависит, будут ли они жить. Начинаем, друзья, сбор на лечение астраханских девчонок. Стоимость лечения вы можете посмотреть в интернете, а я даже боюсь озвучивать, но дорого, очень. И вся надежда на вас, друзья. Массаж. А тебе массаж нужен? Тебе массаж нужен? Да. Лёхчик, что ты за лизун такой? Я вся А запуталась. что ж такой залезунский залезун? А? Что за банда такая? Ну вот что ты делаешь? А? Чебураш, ну смотри, как тут ты так вся упуталась. Вот так вот. Хулиганишь. Потому что хулиганишь. Словаха. Чебураха. Чебураха, засраха. Чебурашку. Вот такие две чебурашки. Дель, а ты чего? Делька. Спокойный. Смотрите, вот открытый. Так, Рита, так, не ходи. Иди сюда, иди сюда. Ну что ты там делаешь? Давай вылезай тут. Давай, выходи. Друзья, недавно у нас была сложная ситуация с двумя якутскими кошками, мамой и дочкой. И мы обращались к вам за помощью. И вот нашлась передержка, и удалось ее оплатить. А сейчас, друзья, нужно сдать кошечкам анализы и сделать вторую прививку, ревакцинацию. И наши кошечки будут готовы к пристройству. Они готовы будут ехать в семью. Я благодарю всех, девушки, вас, кто отозвался на беду этих милых созданий. Они так настрадались, так хочется найти им уже постоянный дом. И спасибо вам, что вы помогли оплатить очередной месяц их передержки. Походу одна, других не видно. Очень-очень маленькая, совсем недавно родилась. Но глазки открыты. Ах, бедный ребенок. С мамой, ровно похожа на маму. Пухленькая. Но они тут в подъезде в ужасных условиях. Двери нараспашку, в любой момент
собаки могут зайти. Очень страшно. А забрать некуда. У всех по 3 кота в доме. Как переезжка. Вот мать. Кушает. Водичку принесли. Корм сухой, жидкий кушает. Кушай хорошо, чтобы было молоко. Еще чуть-чуть молочка принесла, но не знаю, будет или не будет. Светленькая такая, хорошая. Достаточно взрослая. И шерсть ухоженная. Похоже, хозяева были. Ну, а в Якутске те же будни и страсти. Домашнюю, пока не истощенную кошечку выкинули беременной или с котенком. Опять в опасном подъезде барака, куда забегают собаки, чтобы порвать. 2 дня. Некому было забрать, негде передержать. Вот такие красавцы. Мама с ребенком в опасности. Хочется спасти, но опять пугает, кому здесь, в Москве, обратиться. Кто поможет, передержка или семья. Может, откликнетесь. От этого зависит их жизнь и наше спасение очередной жизни.